Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Это слова великого философа Платона. С этим мнением согласен и наш следующий герой, выпускник программы «Болашак», музыкант, виолончелист Булат Тыныбеков, который не понаслышке знает об особенностях музыки любого жанра. Здравствуйте, меня зовут Динара Максютова, и это программа «Болашак Өлзенен Баста». Вы слышите одновременное сочетание звуков двойных нот, которые исходят из акустического фортепиано и большого музыкального инструмента, как виолончель, на котором Булат Тыныбеков играет с раннего детства. Ежедневные репетиции, поиск новой интересной музыки, подготовка к концертам – вот чем вдохновляется и живет Булат Тыныбеков. По его словам, мелодия должна звучать слаженно, красиво и торжественно, поэтому он отводит значительную часть своего времени на ежедневные репетиции. Наша съемочная группа попала на одну из них, где он со своей партнершей по сцене Светланой репетирует композицию из репертуара Андрея Бочелли «Time to say goodbye». Мы познакомились года 2 назад, до этого я знала о нем. Потому что музыкальная среда, она такая довольно узкая, и каждый что-то друг о друге знает, друг о друге слышал. Я его могу охарактеризовать как очень целеустремленного, очень коммерчески успешного. Булат разносторонний музыкант. Он потрясающе играет не только на виолончели, а также дает профессиональные уроки игры на скрипке и фортепиано. Милана Петрова – ученица 3 класса школы Бабек города Алматы. Играет на скрипке не так давно, но благодаря труду и усиленным занятиям, завоевав 3-е призовое место, стала лауреатом инструментального конкурса в Италии «Покажи себя миру». Наша съемочная группа, слушая лирическую композицию «Айтым Салем Каламкас», мысленно перенеслась во времена жизни великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева. Я занимаюсь скрипкой, мне она очень нравится. Мне нравятся мои педагоги. Благодаря им я полетела в страну, Италию, и выиграла там 3-е место. В 2005 году Булат Тыныбеков поступил в Королевский колледж музыки города Лондон в класс профессора Александра Боярского по президентской стипендии «Болашак». В 2006 исполнил виолончельный концерт с Карагандинским симфоническим оркестром, посвятив выступление 15-летию независимости Республики Казахстан. В феврале 2007 года состоялся сольный концерт в Шау-Лабрари Лондонской школы экономики, организованный Британско-казахстанским обществом. Весной 2008 он дал концерт с Государственным академическим филармоническим оркестром Республики Казахстан и Государственным симфоническим оркестром, посвятив выступление 15-летию программы «Болашак». Я казахстанский виолончелист, отучившийся по стипендии «Болашак» в Лондоне. Там я учился в Королевском колледже музыки 4 года на программу «Бакалавр». Я представитель классического, спектра стилей музыки. И пришел к музыке я, в принципе, не так уж прям и логично. Первые 2 года, когда мне было 7 и 8 лет, музыка даже не так прям уж и нравилась. Я просто занимался, потому что мне говорили. Но затем я понял, что мне это нравится, когда я втянулся, начал занимать определенные места на конкурсах. И пошло, как говорится, поехало. А это кадры одного из концертов великолепного трио Булата и Ботагос Тыныбековых, а также известной британской пианистки Софии Ромен. Творческое сотрудничество Тыныбековых и Софии началось в 2007 году. Вместе они выступали в Кембриджском университете, Национальной галерее Лондона, Королевском азиатском обществе Великобритании, а также в Цюрихе. Стипендия «Болашак» сыграла громадную роль в моей жизни, наверное,
очень самую важную роль, потому что она дала мне шанс отучиться в Лондоне, скажем так, столице мира, познакомиться с людьми с разных стран, учиться у лучших профессоров и, конечно же, скажем так, космополитизироваться. Болошак мне дал все, в принципе, кругозор и большой опыт. Мама Булата Гульнар Тунгушбаева – музыкант, скрипачка, педагог с 40-летним стажем. Еще в детстве она решила отдать Булата и его сестренку на музыку. Сейчас Булат Тыныбеков благодарен маме, что она с малых лет бросала его на сцену, чтобы он выступал на различных концертах и участвовал в музыкальных конкурсах. Своего сына Булата Тыныбекова я отдала музыке, потому что я увидела в нем, можно сказать, с рождения. Вот у меня то ли интуиция подсказала, материнское чутье, что ли, буквально с рождения, что он будет виолончелистом, я не знаю почему. Глядя на его руки, у него такие были крупные руки, знаете, вот он родился в Караганде, я это помню, и буквально вот через это, не знаю, почему-то, вот у меня вот сразу эта мысль появилась. И вот, наверное, какое-то чутье материнское. И плюс, наверное, еще то, что я сама музыкант. Он патриот своей страны, он всегда пропагандировал казахскую музыку. Булат – эмоциональный музыкант. В первую очередь свои мысли и чувства он выражает через виолончель, проводит через свою душу каждую ноту, выпускает ее через инструмент. В свободное время Булат Тыныбеков предпочитает проводить на свежем воздухе. Размышляя о своей творческой деятельности, он любит прогуливаться по парку, либо собираться с друзьями и единомышленниками, которые помогают ему в организации и проведении сольных концертов. Творческие люди, как губка, впитывают все, что их окружает. Во всем, что в ней происходило, они видят источник информации, который становится основой для их целей. А цель нашего героя одна – помочь окружающим развивать музыкальность и способность эмоционально воспринимать музыку. А наша программа подошла к концу. Увидимся в следующем выпуске.